Давайте тогда начнем. Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуй, Интымак. Меня зовут Айбек Баймбетов. Я научный сотрудник отдела культурного наследия и гуманитарных наук Университета Центральной Азии. Сегодня я модератор. И коротко о нашем отделе, если рассказать. Наш отдел уже давно работает в сфере сохранения и продвижения культурного наследия, а также наш отдел способствует местным ученым в своих исследованиях в области истории, археологии, этнографии народов Центральной Азии. И сегодня у нас очередная онлайн-лекция, и наш гость Антымак Абдулдаев, молодой, талантливый художник-дизайнер. Также он является заведующим кафедрой дизайна одежды в Академии художеств Кыргызской Республики. В общем, он про свою работу уже более детально и про себя расскажет в своей презентации. У нас, Антымак, лекция твоя будет длиться около 40 минут, где-то, да, примерно? И потом переходим на Да, примерно. вопрос-ответ. Это займет где-то примерно 20-30 минут. Все, пожалуйста, Антымак, тебе слово. Все, благодарю, Бигбэкем. Добрый день, дорогие участники. Благодарю, что вы все пришли на наш онлайн-лекцию, так скажем. Когда Бигбэкем мне там предложил прочитать лекцию, я не люблю вот говорить, что это там читать лекцию, да, или там кого-то обучать чему-то. Скорее всего, это будет просто как где это как бы sharing, да, то есть с моей точки зрения, вот, как человек, который работает в этой сфере, я немножко хочу поделиться моим опытом и моим наблюдением в сфере влияния традиционной культуры на современный дизайн. Да. Прежде я, наверное, немножко расскажу о себе, да, наверное, чтобы гости могли немножко понять, кто я есть, что я делаю и тому подобное. Кто-то нам пишет. Ага, да, было бы здорово, если действительно я мог бы видеть кого-то вживую, потому что человечек воспринимать Да, легче. можете Так, сделаю показаться, да, потом. демонстрацию экрана, да? Ага. Как Айбек Байке уже сказал, я в течение уже 8 лет занимаюсь в сфере влияния традиционной культуры, вообще в целом, да, в сфере вот, изучения культуры, феномена, да, как культура традиционная. Вот. Как я к этому вообще пришел, да? Я сейчас немножко расскажу об этом. То есть меня зовут Антымак Абдулдаев. Как бы Айбек Байке уже сказал, я являюсь на данный момент, у меня вообще несколько направлений, по которым я работаю. Конкретно сейчас я работаю заведующей кафедрой Национальной академии художеств Кыргызской республики, заведую кафедрой дизайна одежды. Вот. Также я работаю фэшн-продюсером в целом вообще. Один из организаторов Бурана Fashion Week, Международная неделя моды. Это единственная платформа в Кыргызстане, которая занимается развитием фэшн-индустрии в Кыргызстане на международном уровне. То есть мы приглашаем на наши показы дизайнеров со всего мира. И в этом году он как бы прошел уже четвертый сезон был. И благополучно очень много дизайнеров к нам приезжает дизайнеров, включая Италии, Франции, Кореи, да, и так далее. У нас в планах как бы расширить нашу географию. Точно так же я читаю лекции на различные темы, на влияние моды на нашу жизнь и так далее. И вот здесь я хочу вас обратить внимание на задний фон, где я стою, я специально выбрал фотографию, потом я к нему тоже остановлюсь. Это получается закулисье, стейдж для наших модных показов этого года. Допустим, в этом году у нас была тема обновление истоки вечности, да, то есть на эту тему мы делали вообще трехдневный наш Бурана Fashion Week, идеей которой являлась как бы обновление, да, именно культурное. То есть мы как организаторы недели моды всегда стараемся включить на наших платформах какие-то атрибуты нашей традиционной как бы культуры. И в данный момент вот здесь вы видите работу, это декорация как фон, и сзади, вот, где девочки выходят, получается. Это вот здесь как бы юрта. Вот.
Я еще пишу небольшие сценарии для этих разных показов, да? То есть я не только в Кыргызстане делаю какие-то показы и пишу сценарий к ним, как показы должны быть, но и за рубежом это тоже делаю. То есть это вот из последних моих презентаций в феврале, 5 февраля этого года была мой творческий вечер, где я представлял свою коллекцию, которая называется «Мезгилизи». В коллекции рассказывалось про историю моей бабушки и со мной. То есть как моя бабушка повлияла на меня, чтобы я стал дизайнером одежды и в целом и заинтересовался культурой нашей. Да? Вот. И это как раз такие вот небольшие как бы, отрывки из того спектакля. То есть во время показа был спектакль, и во время спектакля был показ одежды. Вот. Это как раз таки мои коллекции. То есть я и делаю коллекции, сам шью, являюсь еще получается, мастером по войлоку, и всегда стараюсь для своих студентов и вообще за рубежом, да, то есть интегрировать войлок в современный дизайн и использовать его в современном дизайне, то есть как одежду, так, ну и как и какие-то элементы, да, интерьера. Вот. Очень люблю традиционный крой, не только кыргызского народа, но и в целом как бы, таких, так скажем, народов, которые похожи на нас, да, то есть это, будь это узбеки, будь это казахи, будь это индейцы, да, или японцы, или корейцы, у нас очень всегда похожий крой одежды. Я всегда изучаю крой этих национальностей, коренных жителей мира, да, и потом пытаюсь сохранить эти крои у себя в современной одежде и интегрирую его в современный дизайн. Но точно так же я работаю в направлении как просто арт костюмы, да, то есть художественные костюмы, в котором опять-таки пытаюсь как-то затронуть какие-то темы, да, вот, которые в нашем быту, в нашей культуре сохранились. Да, то есть данная работа называется «Заклинание ветром». Заклинание ветром, она неспроста. Почему? Потому что у нас в традиции раньше было, оказывается, такое, что когда человек чем-то болел, люди его лечили с помощью огня. То есть они сначала разогревали какой-то там кусочек металла до красного цвета, да, потом они к нему там, они подносили этот металл к человеку, к его носу, выливали туда воду, и когда оттуда выходил пар, человек должен был вдыхать этот пар, и они верили в то, что этот пар его лечит. На кыргызском это называется джерсихыр, на русском как бы вот заклинание ветра. То есть они тем самым лечили человека. Да? Очень интересно, как какие-то устои, какие-то моменты в нашей жизни, они становятся частью того, частью целого народа. Да? То есть и как раз-таки вот эта тема, сама вот эта тема войлока и этого названия джерсихыр, она была для меня вдохновением, чтобы создать данную коллекцию. Мы в конце потом посмотрим еще видео этой коллекции. Здесь использовалось, как вы видите, вот здесь круги, да, то есть круг вообще коренных жителей мира всегда является символом жизни, символом колесо сансары, да, вечно вращающийся круг, да, или круг солнца. И эти же круги мы видим в использовании юрты, да, в которой мы живем. Это ручная вышивка, войлок, натуральные украшения и так далее. Когда мы говорим о культуре в целом, да, всегда вот недавно мы как раз, когда я читала лекцию, слушала лекцию, там была очень интересная интерпретация слова культура, потому что Ра — это как бы бог солнца, да, и слово культ это как бы символ поклонения к чему-то, да, получается. И получается, это культура, это значит, а бог солнца, Ра, солнце — это значит свет, это значит от него как бы идет свет, да. И значит, культура, она является светом, который несет в себе каждый народ, каждая группа, которая сохраняет это в себе. И культура, значит, получается, является светом для общества в целом.
И вот когда мы говорим о культуре, невозможно, невозможно думать только об одном человеке, да, или там культура сама по себе просто так не появляется. Культура является причиной того, как мы, причиной того, как мы сами проживаем какой-то этап своей жизни. То есть каждая группа, каждое поколение, которое проживает определенный этап своей жизни, оно проживает это, получается, и это становится частью их культуры. Вот. Я сейчас вот немножко хочу остановиться на этих примерах. Допустим, вот с этой стороны вы можете увидеть работу арт-салона Тумар. Вот это их как бы интерпретация, но здесь в основном использованы там узоры, они как бы исконные, да, то есть на самом деле эти узоры у нас есть в традиции, мы их используем давным-давно, да, и мы как уже знаем, что наши узоры это является не просто какой-то декоративной частью, да, дома или чего-то еще, а является целой письменностью. То есть наши предки, проживая свою жизнь и придумывая каждый раз узоры, они писали целую историю через эти узоры. То есть каждый узор имеет свою символику и свое значение. Да? Точно так же, как тушкиис, то есть вот это панно, которое мы вешаем в центре юрты, она тоже является частью этой письменности. И когда человек заходил внутрь юрты, он, видя это тушкиис, да, там вышивку, он мог понять, кому этот тушкиис принадлежит, да, какой семье, мальчику или девочке, да, то есть сколько они, богатые они или нет. То есть все, что как они проживали, а вот весь их быт, она передавалась через этот тушкиис. Вот со временем сейчас, к сожалению, очень мало тех людей, которые могут читать наши узоры, даже вот среди наших знатоков, да, но тем не менее он в нас сохранился. Да? И мне очень вот яркий пример того, как арт-салон Тумар, они вот работают в этом направлении, интегрируя старинные узоры на современный дизайн. Вот. Потом вот здесь, вот эта работа, это получается, я его в интернете взял, я не смог найти автора. Сейчас вот я немножко хочу остановиться на конкретных влияниях, да, вот наших каких-то узоров, наших каких-то традиционных моментов на современный дизайн. К этой работе я еще остановлюсь чуть-чуть позже. Вот, допустим, дом моды Hermès, да? Дом моды Hermès, если никто не знает, я думаю, вы уже все, наверное, знают дом моды Hermès, это французский дом моды. Они делают очень много шарфов. И в 2018 году они выпустили линию шарфов, которые были как раз-таки сделаны по основам нашей традиции, да? Традиционных каких-то мотивов имеется в виду. И вот здесь вы видите, да, вот шердак, традиционный шердак, который всегда мы для себя используем, узоры здесь, они вот его просто взяли, интерпретировали, чуть-чуть какие-то видоизменения, то есть цвета, да, если мы посмотрим назад, то есть вот эти яркие цвета, которые присущи нам, они, если Тумар немножко приглушает и создает его более как лофт, вот это как бы у нас как бы уже в народе всегда используется, да, эти цвета. Вот Hermès эти же цвета примерно берет, немножко переделывает и берет, получается, принт этого коня из породы Апалуза, я про него тоже чуть-чуть расскажу, и создает шарфы. То есть, казалось бы, да, что ничего нового нет, но при этом это совсем новое, что-то необычное, и особенно для европейской как бы, культуры, для европейцев это совсем другое, да, и поэтому это как бы прочитание нашей традиции в новом виде. Да? И этот конь, допустим, является тоже частью нашей куры. Давным-давно, то есть он у нас уже существует, как вот порода
как бы это индийский конь, получается, да, индейцы, американцы-индейцы, как бы это считается их конем. И даже было такое, что Кристофер Колумб, да, что он привез коней в Америку, да, то есть было такое понимание того, что как конь попал в Америку, да, то есть Кристофер Колумб привез их туда. И долгое время считалось, что именно вот кони Апалуза, лошади, да, они были привезены им с Европы в Америку. Но на самом деле потом есть из Новой Зеландии ученые, это женщина, я ее имя забыл, к сожалению, она долгое время, на протяжении 40 лет изучала происхождение этого коня Апалуза. Потом она приехала, получается, в Кыргызстан где-то вот в начале 2018 года. Она приехала в Кыргызстан и, наконец, обнаружила этих коней. У нас есть знакомый, Мунарбек Мырза, он разводит этих коней, получается, разводит. И она как раз-таки, изучив, доказала то, что Апалуза берет свои корни как раз-таки от наших коней тоже, да? То есть и это еще раз доказывает то, что наша культура, наша традиционная культура, она как бы глубоко уходит далеко как бы, корнями, даже вот говорят, да, что мы в какой-то мере даже родственники с индейцами. Да? Это тоже как бы одна из таких очень схожестей нашей культуры. Вот. И почему я останавливаюсь именно на эти темы и хочу немножко рассказать о них, да, потому что я считаю, что культура, она всегда как бы имеет место быть, чтобы к нему обращаться, смотреть на него и от него отталкиваться и создавать что-то новое. То есть это вот как раз-таки Эрмес, это как бы яркий пример того, как они просто традиционно, что у нас было, веками существовало, просто взяла и как бы их скомбинировала и создала что-то новое. То есть это конь и шерда. Вот. Как раз-таки вот этот конь, он как раз-таки вот он живет в Токтогуле у нас. Вот Мунарбек Мырза, он, получается, человек, который занимается этими лошадьми, и он их занимается как бы распространением этих коней. Вот. Потом я вот изначально показывал вам шердак с интернета. Это работа Стелла Джин. Стелла Джин, она, получается, итальянский дизайнер. У нее есть как бы свой небольшой дом моды. И в этом году она выпустила новую капсульную коллекцию в коллаборации с кыргызскими одежками из Барсхона, то есть ремесленники. Да? Они как раз-таки на основе наших традиционных знаний, это войлокобаляние, да, и это узоры, да, они вот создали новый дизайн. И для нас, как бы для кыргыза, да, вот шердак или эти узоры, они привычны, их постоянно видим, как обычно, чтобы там, стелить на пол и так далее. Но для Стеллы она стала чем-то другим. То есть она потом увидела совсем другой дизайн и другой подход и сделала в рамках своего мировоззрения, да, такую очень интересную коллаборацию. Я думаю, коллаборация очень даже удалась. И тем самым сейчас мы видим результаты, да, получается. Это сейчас наш шердак, она вот берет, его делает такую современную юбку, которая вполне носибельна, ее можно носить. Вот. Или есть еще одна знакомая моя, зовут ее Айганеш, она мейкап-артист, визажист, получается. Она долгое время жила в Турции. Как она мне говорит, что она долгое время жила в Турции, и в какой-то момент она говорит, что она захотела вернуться в Кыргызстан, потому что ей захотелось прикоснуться к своей истории, к своим традициям, да, которые долгое время для нее было чем-то чуждо. Вот. Потом, она говорит, когда она вернулась обратно, ей очень сильно захотелось вот изучить какие-то наши мотивы, какие-то значения, да. И, получается, она как раз-таки по своей линии занимается интеграцией каких-то традиционных мировосприятий более на современный лад. То есть, я имею в виду, допустим, она мне говорит, да вот, знаешь, когда я вот открыла для себя интернет и написала там «кыргызская женщина», да, там ходят разные фотографии, очень много разных фотографий,
но нет таких каких арт-работ, да, то есть если как бы традиционный кыргыз, то значит там обязательно величеки или там чачучтук, или чачпак, или там кептакя и все, да, а что-то такое художественное, арт-работ нет. Вот. Поэтому она как раз-таки занимается созданием таких работ, чисто таких творческих, где она вот делает коллаборацию разных современностей и что-то в тот же момент как бы старинное. Да? Почему обо всем об этом я говорю? Потому что культура, как я уже изначально сказал, она не появляется просто так. Она является результатом прожитой временем определенных поколений. То есть появляется поколение, она живет по каким-то канонам, по каким-то своим мировоззрениям. Потом эти мировоззрения, эти верования, эти какие-то там привычки становятся культурой для следующего поколения. Потом всегда там есть естественный отбор. То есть уже следующее поколение, она уже начинает понимать, что какая-то часть из того, что было прожито до них, она, может быть, не все может подходить. Какая-то часть они себе оставляют, каким-то частью они его интегрируют, улучшают, и оставляют и решают дальше продолжить. Да? А какую-то часть они вычеркивают полностью, потому что вот именно этот опыт, она не подходит для этого поколения. Тем самым, получается, мы видим, как культура, она как бы меняется чуть-чуть и делает свое движение, да. И когда я вот как раз-таки занимался подготовкой для этой лекции, я немножко думал, да, думал на эту тему, как же вот культура, да, то есть про культуру, про его влияние. И всегда мне казалось, что для человека, естественно, сохранять свою культуру там, и его продолжать и дальше двигать. Но на самом деле для меня, вот как бы, если так абстрактно взять, то для меня эта культура в какой-то момент показалась какой-то такой сгустком энергии, да, такой сгусток энергии, который является следствием прожитой времени определенного как бы, группы людей. Потом она пытается постоянно интегрироваться в современное общество, интегрироваться в современное время и дальше продолжить свое как бы, существование. То есть мы же все знаем, что мозг человека устроен таким образом, что он устроен на то, чтобы постоянно выживать, постоянно жить. И да, мы сейчас стали своими современными, мы сейчас живем в таких городах, там у нас машины, у нас все есть, но тем не менее наш вот первый инстинкт, да, вот как раз таки животный инстинкт выживания, оно осталось. То есть мы всегда, что бы мы ни делали, оно приводит к тому, чтобы мы выживали и продолжили свой род, да, свой вид. И точно так же для меня это как общественный разум коллективного интегрируется в поколение и выживать. Также вот эти истории, которые я вам сказал, являются этой культуры в современной жизни. Да? То есть если, допустим, лет 100 тому назад, чтобы девушка с таким макияжем, да, хотя это макияж тогда еще не было такого, с такой прической выходил бы на улицу, это, возможно, воспринималось бы чем-то чуждым, чем-то таким отторгающим, да? Но сейчас это очень модно, это очень современно, это очень такая вкусно для нынешней молодежи, да, для современных реалий. И это уже мы видим в этом какую-то некую русло. И это говорит о том, что вот таким образом культура, она интегрирует нашу современную жизнь. И тем самым она продолжает свой Продолжим Тумар, работы арт-салона Тумар. Вот, допустим, Шердак, да, вот сейчас в Шердаке, если раньше его в основном только мы жили в юртах, использовали в юртах, теперь же он немножко, видите, видоизменяет, то есть в виде
света, подбирается свет, подбирается дизайн, а техника остается такой же. И оно уже подбирается под определенный стиль. В данный момент мы можем посмотреть на то, как она идеально сидит в квартире, да, вот, уже юрта меняется на стены, и это тоже часть нашей культуры, это тоже часть того, как культура традиционная, она интегрируется в современную жизнь и продолжает свое существование. Или вот традиционные какие-то узоры, мотивы, которые мы использовали в наших тушкизах, наших вышивках, да, вот они как используют для как постельное белье, да, как пледы. И это тоже интеграция культуры в современный дизайн. Да? Сейчас я немножко хочу вам показать видеоролик. Видеоролик был сделан нами, то есть группа «Седьмое небо», в рамках целью сохранения двух ценностей, которые есть у кыргызов. Это получается на самом деле ценностей очень много, но мы решили остановиться на основных, которые нам было интересно. Это получается кыз, девушка, да, и конь, ат. И как раз таки на данном видео мы использовали вот чар суру, апалуза, конь Мунарбека Мырза. Потом, допустим, у нас была такая вера, да, то есть девушка, если рождалась девушка в семье, это считается одним из благословений. Почему? Потому что у нас есть такая пословица про то, что девушка, она как бы начало нации. Да? Это тоже традиционная ценность. Она тоже была у нас. Да? То есть у нас никогда не было, вот, к сожалению, сейчас мне придется сказать об этом, мы с вами видим про то, что происходит, да, с нашими женщинами, отношение мужчин, нынешних мужчин к женщинам, да, вот это оставляет желать лучшего, потому что идет такой очень сильный дисбаланс. Вот. Но на самом деле у нас в истории такого конкретно как бы не было. Да, вот такого. Почему? Потому что наши предки очень сильно ценили женский род, потому что она считалась носителем нации, потому что без девушек не было бы продолжения. Сбегаешь? Давайте. Татьяна, уважаемая Татьяна, можете звук отключить? Да. И точно так же конь, он считался как ат-адам нукранаты, да, то есть это был бы первый, так скажем, способ передвижения, да, то есть такой транспорт, и он считался таким самым близким для человека. Вот как раз-таки в данном видео мы сейчас пытались использовать таким образом, чтобы что девушка и конь, и вот их красоту, их как-то вот их как бы взаимосвязь между ними, да. Потом вот я сейчас видео включу. Потом я задам еще пару вопросов по этому видео. Посмотрите на меня, потом продолжим нашу беседу с вами. Интумак, видео виснет. У тебя, наверное, интернет слабый. Нет, не показывает, что ли? Не, показывает, но он виснет. Висит? Сейчас, секунду. Но у меня просто здесь, он у меня здесь нормально показывает. Это у всех, да, он висит, получается? У меня, по крайней мере, да. Отрывками показывает. Останавливается обратно. Так, может, тогда я попробую через Telegram показать сейчас тогда. Может, тогда лучше будет сейчас. Я прошу прощения. У всех, получается, да, он висит так отрывками? Да, зависает. У тебя он разве не скачанный, да? Нет, он у меня скачанный. Я даже скачал его, выставил, вот получается, в презентацию. Он у меня очень хорошо показывает.
Но почему у вас висит? Я вот Ты не могу понять. скачанную версию открой лучше через проигрыватель. А, И да, потом давайте да, тогда. зашеришь. Ынтымақ все равно зависает. Ынтымақ, Это значит, у вас с интернетом проблема тогда? Нет? нет. Ты в настройках зайди, share sound сделай. А где? Снизу должно быть в То есть настройках. Да, там можно еще саунд зашерить. В самом Zoom Не есть здесь, такая да? настройка. Нет. В настройках компьютера зайти, что ли? Нет, в самом Zoom, Ынтымақ. А, в самом зуме. А есть ли ссылка на это видео, Ынтымақ? Да, в Ютубе должно быть, Пермете должна была загрузить это видео. Так. Запись, опустить руку. В зуме, да? Не показывает, это значит. Давай еще раз попробуй, если Так. не получится, то в конце, там, наверное, попробуем. Да, давайте тогда я попробую тогда через Telegram все-таки онлайн показать. Может, тогда он... Скриншеринг у меня идет или не идет? Нет еще. Сейчас. Все показывает, да, экран? Да. Нет, Ынтымақ то же самое зависает. Да? Да. Это у всех сейчас, да? Чат посмотрите. То же самое. Да, пишут, что и у них Так. тоже есть. Да, я вижу, что пишут. Так, а как сделать так, чтобы, к сожалению, да, тогда? Ты можешь Ладно, в конце тогда... просто ссылку закинуть в группе. Хорошо, тогда мы сейчас посмотрим другой видеоролик, который является этим. Вы как раз таки спрашивали, кто. Про мои работы. Хорошо? А вот если я сейчас ссылку отправлю, там как получается? Каждый будет открывать потом уже после этого, да? Или Да, как? да, после они сами посмотрят. Ага, все. А когда мы закончим этот Zoom, он как бы не исчезнет? Он исчезнет, но люди скачают же, то есть скопируют.
Так, я скопирую. Сейчас в чат отправлю, да? Отправлю в чат. И я сейчас постараюсь здесь тоже его показать. О, не открывает. Показывает или тоже виснет? Интамак, все равно виснет. Ты, наверное, через iPad выходишь, да? Интамак. Виснет, да? Да. Интересно, а причина непонятна, да, почему? Хорошо, тогда Давай останавливаю продолжим видео. по слайдам, а потом уже Ага, давай, хорошо. попробуем еще раз. Потому что уже время Жалко, проходит. что... Да, жалко, что у нас не получается. Одним словом, получается, смотрите, да, вот что я думаю конкретно вот о влиянии. То есть каждое поколение, он того хочет или нет, даже вот, если посмотреть какую-то часть нашей молодежи, да, она вот считает, да, что там кыргызская культура это как бы не его, или если, я не знаю, мне кажется, очень многие вот сталкивались с тем, что когда разговаривали с молодым поколением, они вот говорят, да, что, допустим, это не мое, или я не хочу говорить на кыргызском, да, или это мне не интересно, или это мне чуждо. То есть есть такое некое отталкивание, да, вот своей культуры, своего какого-то понимания, своего окружения среды и так далее. Но я стал замечать, что это как бы вот первое время, так, ну, когда вот проходит определенное время, определенный этап жизни человека, то есть человек в какой-то момент в своей жизни все равно, вот, так удивительно работает ДНК, да, что он все равно обращается к своей культуре. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере, но все равно есть как бы обращение обратно к своим корням. Вот. Я это еще раз привожу пример того, той девушки, Иванович, да, я ее работу сейчас показал. Ну, казалось бы, девушка уехала жить в другую страну, да, живет себе, работает благополучно, но в какой-то момент она понимает, что это все не ее работа, она хотя там очень успешно работала в направлении вот, мейкап, да, но тем не менее она вот решает для себя, что она хочет вернуться обратно в Кыргызстан, обратно и здесь же его работает. Да? То есть так удивительно, как вот этот общественный разум ДСБ или там какой-то вот коллективный разум, и вот это, как я изначально сказал, изгусток вот этой культурной энергии, она все-таки вот культурный код, который заложен в каждом человеке, она все равно обратно зовет. И вот вернувшись в Кыргызстан, она вот берет и уже пониманием того мира, где она уже жила, да, увидев другие культуры, пониманием своей уже культуры, она вот создает что-то новое между тем миром, между этим миром, чтобы вот это поколение молодежи или там часть населения, которая не воспринимает или отталкивает, чтобы они заинтересовались своей культурой, чтобы они были... Вот сейчас очень яркий пример того, как это происходит. Допустим, есть в Инстаграме, получается, платформа называется Ильгери, да, это аккаунт Ильгери, основателем которого является Эрик Абдыкалыков, он такой общественный деятель, он очень активист культурный, и вот как раз он недавно выиграл там стартап Кыргызстан, да, получается, именно в развитии вот этого. Мне очень нравятся его работы, когда, допустим, он снимал фильм еще посвященный Бишкеку 140, да, то есть у него вот такой цикл фильмов, где он
снимал исторические места, которые находятся в Бишкеке. Казалось, что мы каждый день живем здесь, мы его не видим, не замечаем, но это тоже часть нашей истории, часть нашей культуры, пускай она уже современная, как бы не такая древняя, как там юрта и так далее, но все равно это часть нашей культуры. Вот. И он их снимает таким образом для того, чтобы молодежь, новая молодежь, да, то есть не новые кыргызы, они вот опять заинтересовались своей историей, своей культурой. Да? И вот сейчас как раз точно такая же его новый стартап работает, это вот Ильгери фонд, не фонд, а Ильгери этот аккаунт, они вот занимаются, они рассказывают историю, допустим, тех же самых, да, вот Токтогу, Дженги Джо, да, наши поэты, артисты, он про них рассказывает в таком интересном формате. И молодежь, он интересуется этим, и он воспринимает их по-другому. И это тоже интеграция традиционных знаний, культуры в современную жизнь, да, то есть нашу жизнь. И поэтому, исходя из того, что я сейчас говорю, да, я прихожу к такому выводу, что культура, она так или иначе она будет жить, и она так или иначе будет влиять на нашу современную жизнь. Как бы мы от него не убегали, как бы мы от него не отталкивали его, тем не менее его влияние будет в нашей жизни. Дело в том, есть просто опасение того, что мы можем не сохранить исконные как бы, замыслы той или иной как бы, культуры, обычаи, да? Мы можем его искоренить, его немножко испортить и воспользовать по-другому. Да? То есть как-то раз у меня была там беседа с одним историком, когда мы разговаривали про Кызалагачу, да? И там он мне говорит про то, что на самом деле это была такая Кызалагачу, это была такая тема, где парень мог быть из не совсем состоятельной семьи, а девушка из состоятельной семьи. И родители девушки, они не совсем хотели, чтобы его сын, да, вот, то есть ее дочка выходила замуж за такого бедного, так скажем, грубо говоря, да, мальчика. И тогда девушка и мальчик, они могли между собой договориться, то есть это как бы осознанное решение двух взрослых людей. И вот они убегали. В этом плане, то есть это их решение, да, то есть мы их не трогаем. Но что происходит? Что происходит, когда неправильно интерпретируют какие-то вот, какие-то устои? Да? Это когда вот нынешнее как бы, поколение, они просто берут насильно и забирают от себя. Это вот неправильная интерпретация вот того, чего мы знаем. И то же самое, есть очень много таких нюансов, очень тонкостей в нашей культуре, когда его нужно правильно раскрывать, интерпретировать и открывать общественность. Не все это могут. Не у всех это получается, потому что у культуры есть очень много ипостасей. И каждый раз, когда ты к нему возвращаешься, вот каждый раз ты его раскрываешь по-другому. И очень здесь нужно уметь его правильно раскрывать и правильно адаптировать его современный навык. То же самое, да, допустим, бельдемчи не носили, или элечек не носили там девушки, которые еще не выходили замуж, да? Потому что элечек, это как бы его основная задача, это статус, это показывает, что девушка, она вышла замуж, что у нее теперь есть семья, что она как бы состоятельный человек. Да? То есть, конечно, в зависимости от ее социального статуса, элечек еще мог видоизменяться. Но в целом его задача, его, допустим, маленькие девушки не оденут, потому что это как бы неправильно, так не носили, да. И сейчас, к сожалению, мы видим очень часто, что особенно вот во время Советского Союза было такое, во-первых, элечек его испортили таким образом, что делали из картона, да, все время, картонные элечеки, да, или ижешки носили такие платья, особенно когда артисты выходили, кошетек называется, платье, которое в конце тремя вот такими баланами. То есть это тоже неправильно, потому что эти баланы, они принадлежат только девушкам, которые еще не вышли замуж. Да? То есть это крой одежды для девушек, которые еще не вышли замуж, то есть они еще у себя у родителей живут. А потом, то есть неправильное понимание кыргызской одежды привело к тому, что это даже взрослая женщина, которая замужем, у которой есть дети, она вот носит такие платья. Да? И, допустим, у такого кроя было несколько этих, да, назначений, один из которых, то есть они экономили ткань, потому что ткань была дефицит ткани, и они его просто так сгибали на несколько слоев, да, и тем самым
они, то есть по тому, как девушка растет, они просто опускают, то есть выбирали один слой, она просто становится длиннее. Да? Потом точно так же Интамак, есть... извини, что перебиваю, хочу сообщить, что уже время, да, подходит, надо уже закрыть. время? Да. Ну, одним словом, то есть я прихожу к такому выводу, что культура, она так или иначе будет влиять на нашу с вами общественную жизнь. Самое главное, уметь его правильно воспринимать и интерпретировать для общества. Это раз. Неправильная его интерпретация может оказаться, она может немножко чревата тем, что она может повести общество в другое русло. Да? И третье, я думаю, что наша культура, она достаточно богатая, чтобы рассказывать о ней для всему миру, потому что нам есть что сказать. И наша культура, в нем очень много таких хороших, как бы, заложенных смыслов, философских мировоззрений, да, которые можно раскрывать и там по кусочкам рассказывать всему миру. Ну, в принципе, я вот немножко поделился своим опытом и своим мировоззрением по поводу влияния. У меня все. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Ну, в конце, сейчас, я вот, наверное, скорее всего, сюда напишу в группу, в чат, мой Инстаграм, в котором можно будет связаться со мной, если это возможно. Возможно, да, Игорь? Да, и еще поищи ссылку на ролик Чарсулу, потому что то, что я кинул, это не совсем полный ролик был. Так, уважаемые участники, спасибо, Интамак, за презентацию. Вам спасибо. К сожалению, да, по техническим причинам не смогли, да, показать твое видео. Уважаемые участники, пожалуйста, если будут какие-то вопросы, вы можете задать через аудио или написать на общий чат. Или может быть, какие-то комментарии, пожелания тоже приветствуются. Да, Алтынджа, пожалуйста. Тамара, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Меня зовут Алтын, я тоже работаю в отделе вместе с Айбеком. У меня как такого вопроса нет, я просто хотела вас поблагодарить за интересную лекцию, особенно за визуальную часть, очень вдохновляющую, да, потому что мы часто Спасибо. не знаем, что у нас происходит. И еще вот о вашем творчестве хотела сказать, что для меня очень ваше творчество важно, потому что создание новых продуктов, да, где мы используем традиционное или народное искусство, да, как мы называем, или вообще традиции, это один из способов сохранения культурного наследия. То есть это не просто в музее консервировать, да, это один из способов, когда мы должны сами артефакты сохранить, но другой очень важный способ – это давать им новую жизнь, переосмыслять в виде новых форм, иногда даже новых содержаний, сохраняя напротив традиционные формы. И это более доступно тогда новым поколениям, да, молодежи. И в этом плане, мне кажется, вот вы, Айбек, и я еще видела, я была на вашем показе вот в феврале. Да? И Спасибо вообще, большое. да, вся ваша команда, например, Залкар или Чинара Ниазалиева, вообще все эти очень талантливые молодые художницы и художники, дизайнеры делают через свое творчество вы все делаете огромный вклад именно в сохранение культурного наследия. Вот за это я хотела поблагодарить и еще раз выразить мой восторг всей вашей команде и пожелать вам успехов. Спасибо вам большое. Все, благодарю. Вот как раз таки вы напомнили мне про то, что я хотел еще сказать про культуру. Да? То есть мало того, просто сохранить какие-то вот исконные значения нашей культуры, наша еще задача нашего поколения заключается в том, что мы должны делать, репродюсировать, то есть мы должны делать репродукцию нашей культуры. То есть культура обогащается только тогда, когда мы еще, вот каждое поколение добавляет свое в связи с своим мировоззрением, миропониманием, да, и мы должны его обогащать, улучшать его и передавать в другие поколения. И если мы просто сохраняем, допустим, Ильичек и все, Ильичек мы его не трогаем, не оставляем, то есть она со временем просто исчезнет, потому что она как бы не выживает в современном реалии. То есть точно так же, как я сейчас показал, как из шердака делают юбку, это тоже вот, сохранение
улучшение, не то чтобы улучшение, то есть другой взгляд на того же, чего мы привыкли видеть, да, и это тоже добавление. Может быть, в будущем, кто знает, будет вообще целое там направление, там, этноширдаков и так далее, да. То есть, может быть, целое поколение будет людей, которые будут носить только такие юбки. То есть это тоже является репродукцией культуры, улучшением его и influence to modern life, да, как говорится. Ага, спасибо. Так, сейчас я Да, постараюсь еще еще есть. раз. Вопросы, пожалуйста, участники, если есть, задавайте. Антумак, у меня вот такой вопрос, да. Многие знают, что ты выходил за рубеж, выставлялся на международных подиумах, ты разрабатывал много коллекций как раз в плане интеграции традиционных орнаментов, символов вообще традиционного дизайна к современному дизайну. И вообще, как современная западная или, может, восточная публика зарубежная воспринимала твои коллекции? Какие тебе запомнились интересные вопросы касательно твоих коллекций? У меня очень часто, то есть я вот сейчас хочу вот как раз вам показать один пример. Да, вот я очень часто бываю в разных странах мира, вот как раз таки делаю показы, рассказываю про нашу культуру и так далее. И мне вот самое, так скажем, огромное, что меня впечатлило, это была моя поездка в Тайвань в 2017 году, когда мы там делали показ. Получается, этот показ организовывал World Craft Council, то есть консульство по сохранению культуры, да, получается, они делали там выставку, называлась Tree of Life, Древо жизни. И на этой выставке была выставлена работа около 20-30 стран мира, то есть это именно вот крафтмен, то есть ручная работа, ручная покраска на тему древа жизни. И были приглашены только 4 дизайнера со всего мира, которые делали как времена года и делали показ. И как раз таки вот я показывал осень, и своими войлочными коллекциями я выше их показывал, еще ссылку отправил, получается. И тогда для меня было таким огромным вдохновением то, что вот после показа, после всего этого, то есть для них было вообще откровением, что есть Кыргызстан, да, вот есть какая-то такая непонятная страна, где-то там в Центральной Азии, Кыргызстан, и у этого Кыргызстана огромная история, да, потому что я через одежду, через свои лекции, которые я там читал, я им рассказывал очень много. И они в итоге спросили у меня, где Кыргызстан находится, и там ко мне пришла журналист, она является журналистом Taipei Times, то есть это филиал New York Times в Тайпее, Taipei Times, и она задавала очень много вопросов, мы с ней примерно разговаривали 3 часа, как раз-таки в это время в Кыргызстане проходило там игры кочевников. Потом на следующий день моим удивлением было то, что она на целую страницу газеты, где она печатает, да, она написала про меня и про мою коллекцию, а на следующие 2 разворота, это огромный на самом деле разворот, написала на вопрос, где находится Кыргызстан и откуда он приехал, да, она вот как раз-таки подготовила материал и написала на 2 страницы про нашу страну, про наши горы, что это горная страна, и войлок, и там игры кочевников, и все так далее. Да. То есть конкретного такого вопроса, который меня вдохновлял или как бы интересовал или потенциала не было, но вот эта самая история, как человек может, оказывается, да, то есть непонятно приехавший откуда, да, влиять на интерес других людей, вот это для меня было таким огромным вдохновением, да, дальше работать. Потом, допустим, вот здесь такой еще один фотография хочу вам показать, это вот из последней моей коллекции, видно, да? Да. Вот как раз таки, допустим, интеграт. Вот здесь вещь сделана полностью из войлока. Ой, как назад сделать? Пиджак, он сделан из войлока полностью. То есть мы, как я уже сказал, если раньше войлок мы только делали там юрту и так далее, а сейчас это получается, мы из него создаем ткань, из этой ткани вышиваем, шьем одежду, потом на ней мы вышиваем. И это полностью вышивка ручной работы. И вот это изделие само называется древо жизни.
То есть древо жизни, она может быть как одного человека, так и целого как бы, народа. Да? То есть это тоже, я считаю, как бы, влияние интеграцию вот, как бы, каких-то культурных пониманий или знаний в современный дизайн, и его сохранение и распространение. Да? Спасибо, Антымак. Тут у нас поступил вопрос. Где можно приобрести одежды, созданные вашими руками? У меня вот я выше написал Инстаграм, можно я еще раз напишу его, через Инстаграм можно со мной связаться, так как у меня нету магазина или я как бы, не занимаюсь в основном коммерческим каким-то, я всегда вот исследовательские, художественные какие-то работы, но, к сожалению, у меня нет такого магазина, чтобы я там постоянно делал бизнес этим, да, и продавал. Поэтому только по Инстаграму, потому как она можно посмотреть, можно там что-то заказать, и я всегда вот стараюсь больше как духовно-культурную часть, а вот немножко финансовую часть немножко это не разработан, да, так сказать. Хорошо, спасибо, Антымак. Тут тебе выражают благодарность и спасибо Абигаим, Татьяну, Устат Шакир. Да, И если больше да. вопросов нет, то, Антымак, пожалуйста, тебе как бы завершающее слово. Да, вот здесь Алтын спрашивает вопрос. Да, я преподаю в Академии художеств, да, я заведую кафедрой, и конкретно чему именно вы хотите научиться или что вас интересует, вы опять-таки можете уже на директе меня спросить, я отвечу. Все? Да, спасибо, Антымак. Ну и пару слов. Пару слов. Я должен это сказать, да, пару слов, или кто-то еще? Тебе даю. Тебе даю. Мне? Что я хочу сказать? Я хочу сказать, дорогие участники, наша культура, она невероятно глубокая, невероятно, у ней очень много философских мировоззрений, да, и все, что сейчас негативное, которое выдается за нашу культуру, на самом деле не является нашей культурой. Это как бы неправильная интеграция этой культуры. Поэтому я очень желаю, что появится такое общество. К сожалению, вот когда мы получили независимость и вот по нынешний день определенные поколения, они просто это поставили, да, в тот момент, когда нужно было развивать культуру еще больше. И, к сожалению, наша культура, вот, культурная часть, будь это традиционная, будь это современная, она немножко, как бы, если нет прогресса, идет регресс, да? Поэтому я очень желаю, чтобы мы, люди, которые это понимают, должны, несмотря ни на что, работать в этом направлении. Потому что если и мы оставим это все и будем только думать о себе и о своей личной жизни, то общественная эта жизнь, она немножко, не то чтобы немножко, она вообще в целом как бы она потеряется. То есть мы можем навсегда порвать связь с нашими предками, которые пытались сохранять каждый раз и передавать нам определенные философские жизненные позиции. И наша задача это все раскрывать, сохранять и дальше передавать его в исконном виде, то есть в правильном виде. Поэтому это как бы агитирую всех любить культуру и его расширять. Антымак, спасибо большое за лекцию. Действительно, тема очень интересная и обширная, то есть можно очень дольше и еще глубже говорить. Это как бы мы сделали такой небольшой анонс лекции, что вообще существует такая вот интересная тема, и по ней уже работают какие-то конкретные проекты, реализовываются. И, в общем, я желаю тебе удачи в твоих работах, в твоем творческом проекте. Я знаю, что вы уже начали готовить большой международный фэшн-фестиваль на Иссыкуле, Nomad Fashion. Да. У вас хорошая, большая команда. Желаю удачи этой команде и надеюсь уже увидеть твои новые коллекции в будущем. Все, Рахмат, спасибо. Все, до свидания. Спасибо всем. Всем спасибо за участие. До свидания. До новых встреч. Спасибо, до свидания. До свидания.